Так, салам алейкум, hürmetli milletteşler, алмалы достар. Салам алейкум. Так, слышно ли меня? Так, слышно ли меня? Так, у меня здесь эхо идет. Сейчас разбираюсь. Я не знаю, у меня здесь дублируется. Слышно ли меня сейчас или нет в Телеграме? Так, как это сделать? Слышно ли меня сейчас или нет в Телеграме? Так, видимо, придется все-таки с Телеграма, наверное, пока выйти, чтобы пока разберусь я. Потому что... Видимо, придется все-таки с Телеграма, наверное, пока выйти, чтобы пока разберусь. Потому что не могу... Ну тогда продолжим здесь, сейчас, в Ютубе пока. Потом я запись выложу в Телеграме. Прошу прощения, до сих пор пока не могу разобраться. Итак, салам алейкум, hürmetli milletteşler, алмалы достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня будем разговаривать о такой важной и наболевшей теме, которая многих волнует и меня она. Я уже неоднократно, конечно, эту тему поднимал, но я буду поднимать ее до тех пор, пока многие не уяснят, да, основные, скажем, моменты, да, этой важной темы, а именно о русских Республики Башкортостан, о том, враги ли они нам или друзья, являются ли они сторонниками независимого Башкортостана или противниками. Вот об этом хотел сегодня с вами поговорить. Но прежде чем начать, я прошу вас подписываться на мой телеграм-канал, тот самый из Башкорт, ссылка в описании есть. Прошу вас
подписываться на мой YouTube канал, где вы сейчас находитесь, ставить лайки, распространять это видео, писать комментарии. Ну и вообще своим родным, друзьям, близким рекомендовать, чтобы они тоже подписывались. Итак, почему я решил вновь этот вопрос поднять? Дело в том, что... Скажите ему, что у него что-то со звуком проблемы. Так, меня слышно или нет? Напишите, пожалуйста, в чате здесь в YouTube, потому что пишут, что якобы у меня проблемы со звуком. Все прекрасно слышно, пишут. Ну, опять Бобер Бобрович, как бы, который здесь у меня постоянный зритель, опять мутит, короче, воду. Итак, почему вообще я решил эту тему затронуть? Дело в том, что буквально недавно на канале «Аспекты», есть такой канал, и там в гостях, скажем так, ведущий был такой Евгений Коноплин, с которым у меня был эфир. Кто не знает, можете посмотреть, он у меня здесь в Ютубе есть на моем канале. Ну, человек, противник. Это Евгений Коноплин, он сам с Республики Башкортостан, был ведущим на Эхе одно время. Эхо Москвы в Уфе, такое знаменитое. Эхо Москвы, да, Эхо Москвы в Уфе, знаменитое радио у нас, где приглашали очень часто различных людей. Считалось оно такое, ну, либеральное, где можно было услышать правду. В принципе, туда приходили как чиновники, так и оппозиционеры. Я там несколько раз выступал. Так вот, и Евгений Коноплин там был ведущим одно время. Потом он эмигрировал, получается, в Европу, как и я. И сейчас вот он, так как после того, как Эхо закрыли, появился такой канал «Аспекты». Получается, ведущий Руслан Валеев, который был руководителем Эхо Москвы в Уфе, он создал «Аспекты», и эти «Аспекты» продолжили работать в том же самом режиме, что и раньше работало Эхо. Руслан Валеев тоже выехал, он сейчас тоже в Германии находится. И вот они сейчас оттуда, из Германии, ведут эти «Аспекты». И вдвоем, получается, Руслан Валеев и Евгений Коноплин. И Евгений Коноплин, он сейчас как ведущий ведет передачи. И вот он пригласил такого известного общественника, в прошлом юриста со штаба Навального в Уфе, Федор Телин. Человек, который тоже достаточно знаком жителям Республики Башкортостан. Он преследовался, тоже покинул Россию, получил убежище, вроде бы получил, насколько я знаю, получил убежище тоже за границей, жил в одно время в Литве, вот, и тоже часто дает интервью. Ну так вот, все эти описываемые люди, ну кроме Руслана Валеева, они категорически выступают против независимости Башкортостана. И вот Евгений Коноплин, как ведущий «Аспектов», пригласил этого Федора Телина в свой эфир. И там такой момент, ну там они меня обсуждали тоже. Кто не смотрел, посмотрите, как бы интересно. И вот там такой момент есть, очень интересный. Федору Телину задают вопрос о том, что почему русские ведут себя как гости в Республике Башкортостан, почему они не интересуются культурой коренного народа башкирского, почему они не хотят учить элементарные слова в башкирском языке, почему они ну, не знают, как бы, да, там, хотя бы просто как там поздороваться, попрощаться, ну, такие элементарные, как бы, да, слова, которые, в принципе, любой, мне кажется, уважающий ту территорию, где он живет, ту землю, где он живет, тот народ, который здесь коренной, если он уважает этот народ, он хотя бы должен выучить, ну, элементарные там, да, какие-то слова, приветствия, там, попрощаться, поздороваться, там, спасибо сказать, там, вот. И вот он, такой вопрос ему задали в эфире, мол, почему русские себя ведут как гости, почему они не хотят в Республике Башкортостан, ну, как бы учить язык и так далее. И он тут же назвал этого человека, кто это задал вопрос, шовинистом. То есть, ну как он сказал, что это, говорит, шовинистический вопрос. Что значит понять, там все русские, как бы, ну вот, мы не такие, мы на самом деле хорошие и так далее, и так далее. Тут же как бы следом
этот же человек присылает новый вопрос. Ну, говорит, если вы как бы так действительно не считаете, что вы гости, тогда скажите, как будет на башкирском языке «добрый день». И все. И Федор Телин поплыл. Ну я как бы здесь как бы... Это же не значит, что вот если я не знаю, как бы, то я теперь не уважаю, но я могу зато посчитать до 10, там, начал, короче, вот такую хрень нести полную. И тут же Евгений Коноплин начал его защищать. То есть человек попал в просак тем, что он как бы не понимает элементарных, как бы, да, но элементарных слов башкирских, хотя родился в Башкортостане. Надо сказать, что Федор Телин, как и ведущий Евгений Коноплин, они родились в Башкортостане, они учились в школе, где преподавался башкирский язык, то есть они не знают элементарных слов. Мне кажется, что человек, который проучился 10 лет в школе, из которых из 10 классов, там, ну я не знаю, там с 5 по 11 класс учил башкирский язык, да любой иностранный язык, если учить, там французский, там уругвайский, я не знаю, какой-нибудь китайский или так далее, в любом случае ты будешь знать как минимум там, да, как поздороваться, как попрощаться, как там сказать добрый день, как сказать спасибо и так далее. Но, а тем более, если ты живешь в этой стране, в этой республике коренного народа, но человек не знает. И тут ведущий Евгений Коноплин начал его защищать, этого Федора Телина. Ну вот, типа, я вас прекрасно понимаю. Дело в том, что вот в школах до такой степени преподавали неграмотно, преподавали башкирский язык, учебники были неграмотно написаны, ничего не понятно, я как бы вообще ничего не понимал там. И приводит пример, что вот там якобы... свой пример со школы, что вот в 5 классе, когда у нас начался башкирский язык, и один, говорит, мой одноклассник русский спросил у учительницы, зачем, говорит, мне учить этот ненужный башкирский язык. И тут, говорит, учительница не смогла ничего ответить и сказала только, что вот, ну, как бы ты будешь знать 3 языка, и это как бы хорошо. Ну, в принципе, нормальный ответ. И он тут начал как бы учительницу эту мочить, типа, вот, она даже не могла объяснить, зачем нужен язык и так далее. То есть, к чему я вообще все это говорю? Это все я говорю к тому, что это я к тому, что русские, наверное, я думаю, что 0,01% русских, живущих в Республике Башкортостан, поддерживают башкир, поддерживают их язык, культуру, интересуются, учат язык, интересуются культурой, то есть и считают как минимум, ну, равными себе людей, то есть башкир. В остальном, то есть как бы это, возможно, не звучало так некрасиво, но в остальном основная масса русских – это люди, которые не уважают башкир, не уважают башкирский язык, не уважают башкирскую культуру. И они не признают Республику Башкортостан республикой. Они до сих пор ее считают, что это какое-то там недоразумение, и вообще все республики должны быть ликвидированы. Я просто помню, когда в Кукбуре, в Башкорте мы были в организациях, как боролись с башкирским языком вот эти русские республики Башкортостан. Как они устраивали митинги и пикеты против башкирского языка, против обязательного изучения башкирского языка. И никогда на эти митинги, на эти пикеты не набиралось там больше 50 человек. Люди реально не пользовались, да, вот как бы такой поддержкой, но молчаливая поддержка всегда у них была. То есть в любого русского спроси, нужно ли изучать башкирский язык как обязательный. Все будут говорить, что нет, зачем он нам нужен, это ненужный язык, и все. Хотя вот эти же самые люди, вот тот же самый Евгений Коноплин, тот же самый Федор Телин, сейчас Федор Телин живет в Литве, и, конечно, он знает, как будет добрый день, добрый вечер, доброе утро на литовском языке, как будет спасибо на литовском языке, как будет пожалуйста, как нужно будет посчитать. То есть элементарные слова, я уверен, он знает. Почему? Потому что он здесь живет, ему дали здесь убежище, и
ему приходится общаться с литовцами. И чтобы не показать свой шовинизм, вот этот вот, то есть врожденный русский великодержавный шовинизм, он вынужден учить. Но живя там, когда Республика Башкортостан является колонией Москвы, где управляет всеми ФСБ и МВД, и он знает, что в случае чего его защитят, ему не нужно учить башкирский язык. Почему? Потому что все башкиры разговаривают на русском языке. И надо будет, перейдут на русский язык. Ну, так они все считают. И здесь такой момент я заметил в Литве, что когда, допустим, 10 литовцев разговаривают между собой разговаривают, и среди них, допустим, есть там 2-3 человека, которые не понимают на литовском языке, они никогда не перейдут на русский язык. Никогда не перейдут. Они будут разговаривать на своем литовском языке, а потом, если надо будет, объяснят. То есть люди уважают себя, уважают свою культуру. У нас же, у башкир, я множество раз слышал такого, что 10 башкир разговаривают на башкирском языке, и тут подходит русский, который не понимает, а они все не понимают, как правило. Тут же всем приходится переходить на русский язык, чтобы высказать свою толерантность, высказать свое уважение к этому русскому человеку, чтобы он понял, о чем здесь говорят. А если ты продолжишь разговаривать на башкирском языке, то есть не переходя на русский язык, не делая одолжение этому русскому, да, то есть давай ради тебя мы перейдем. Если ты этого не будешь делать, все, ты будешь тут же националистом, шовинистом, неуважающим русских, ты нацик, башнацик, как Федор Телин, он говорит, для меня, говорит, все они, говорит, на башнацики. Он прям так открыто в эфире об этом и говорит. И это к чему я говорю? То есть тема сегодняшнего стрима: готовы ли русские Башкортостана к независимости? Если изначально, еще 3 года назад, когда я первый раз начал говорить о независимости Башкортостана, у меня была большая надежда на построение башкирской политической нации, о том, что у нас башкиры, русские, татары, все другие народы будут совместно проживать в мире, в толерантности, все будут башкирский язык учить. Ни хрена! На самом деле за 3 года, даже после того, как уже началась война, когда русские практически по всему миру считаются оккупантами, и все равно даже находясь за рубежом, то есть испытав на себе те, скажем, моменты жизни, нахождения в чужом государстве, где там другой язык абсолютно, другая культура, все равно эти русские не изживают свой этот шовинизм. Не изживают никак, не хотят, и все. И я уверен, что когда они вернутся в Республику Башкортостан, будет то же самое. И те, которые проживают сейчас, которые не уехали, то же самое, точно так же думают. Почему? Потому что есть такое сообщество, называется Уфимский Facebook. Туда обычно входят все, и телеграм-канал такой есть, да, туда обычно входила вся такая либеральная тусовка уфимская. Там много было разных известных лидеров общественного мнения. И все они, как правило, то есть там обрусевшие русские, то есть обрусевшие татары, обрусевшие башкиры есть, и самих русских очень много. То есть все они там категорически выступают против башкирского языка. Все, что связано с башкирским, они всегда насмехаются, высмеивают и так далее. То есть, такая шовинистическая тусовка. То есть, и когда я начал говорить о независимости, все они восприняли, в принципе, идею независимости более-менее нормально. То есть, у них не было, по крайней мере, к нашему проекту никаких вопросов, кроме того, что башкирский язык должен быть обязательный, как единственный государственный язык. Все, как только они услышали о том, что башкирский язык будет единственный государственный, у них сразу же этот шовинизм проснулся. Они говорят, зачем он нам нужен, почему его должны учить? Я говорю, потому что это будет независимое государство. Ну и что, да, мы не хотим учить, мы не будем учить и так далее. И поэтому я, исходя из этого, сделал вывод, что русские Башкортостана в подавляющем своем большинстве, скорее всего, это где-то 80-90%, 80% это, наверное, я даже там еще так с натяжкой сказал, скорее всего, 90 и больше процентов,
они все будут против независимости Башкортостана. Все. Абсолютно. Они не хотят лишиться всех тех привилегий, что они имеют, живя в Республике Башкортостан, разговаривая на своем русском языке, учась в русской школе, когда все преподавание идет на русском языке, когда все услуги в Республике Башкортостан только на русском языке можно получить, на башкирском ты ничего не получишь, а если ты начнешь получать, тебе скажут, разговаривай на человеческом языке, примерно так. Вот. Поэтому здесь однозначный ответ, что 90% русских против независимости Башкортостана. Теперь что нам теперь делать? Что делать нам в этой ситуации? Ну, надо договариваться с татарами. Все-таки татары и башкиры – это два народа, которые могут общаться с собой без русского языка, без переводчика абсолютно. На 97% наши языки схожи. И создавая единое пространство, языковое пространство от Урала и до Волги, мы можем Когда я говорю единое пространство, я не говорю о том, что Башкортостан и Татарстан должны объединиться в одно государство. Нет. Сразу говорю, да мы будем жить в разных государствах, и Башкортостан это будет отдельное независимое государство. Но факт в том, что я вообще говорю, что единое языковое пространство от Урала и до Волги можно как бы общаться нам, башкирам и татарам, без русских абсолютно. То есть надо их исключать из языковой среды, переходить сразу на башкирский язык, переводить все школы на башкирский язык обучения. Да, возможно, там обучение первое время упадет, там качество, но его можно будет легко повысить после того, как все больше и больше людей будет вовлекаться, все больше и больше ученых и так далее, да? Все больше и больше специалистов будет. Поэтому, на башкирском языке, татары легко смогут общаться с башкирами, еще раз говорю, на своем языке. Русские здесь не нужны. Я не выступаю против русских. Те русские, которые захотят жить в Республике Башкортостан, пусть живут. Без проблем. Но они обязаны будут учить башкирский язык как обязательный предмет. Точно так же, как в Татарстане. И еще один момент. То есть те, кто не хочет учить, те, кто не согласен с тем, что Республика Башкортостан теперь будет независимое государство, пожалуйста, Россия большая, пусть выезжают и живут где хотят. Те, кто согласны, те, кто готовы жить в независимом Башкортостане, остаются в Республике Башкортостан, принимают все те законы, какие есть в этом государстве, в новом независимом, и живут. Я уверяю, что эти русские не пожалеют, потому что Республика Башкортостан станет очень, через короткое время станет очень богатой республикой, где будет уровень жизни очень высокий, и многие русские побегут в нашу республику просить гражданство здесь. Вспомнят о том, что там их мама, там папа родились в Республике Башкортостан, что они там жили когда-то, дайте нам, пожалуйста, гражданство, мы будем жить, там, мы готовы гастарбайтерами у вас быть. Это все будет. И мало того, эти русские либералы побегут уже через какое-то время просить политическое убежище у нас в республике. Потому что у нас в республике будут нормальные демократические законы для всех. Это будет национальное государство башкирское для всех проживающих, где будут работать законы, где будут права человека защищены полностью. И когда вот этот вот русский нацизм, русский фашизм, русское имперство начнет побеждать в их русских территориях, и когда вновь там у них придет очередные там Стрелковы, Гиркины, Путины, когда они там будут зажимать права человека, закручивать гайки, они побегут все просить, то есть оппозиционеры побегут просить убежище куда? К нам побегут в том числе тоже. Как сегодня они бегут в Литву, против которой они выступали в 1991 году, против ее независимости. В 1991 году практически все русские выступали против независимости Литвы. Как в Москве, как в Советском Союзе,
так и в самой Литве. В самой Литве все русские были против независимости Литвы. Все практически. Ну там тоже так же, там 10% может быть, там, да, русских Литвы были за независимость. Остальные были против. Мало того, они создали целую партию, называлась она «Единство», которая выступала против независимости Литвы. И они там проводили митинги, проводили какие-то забастовки. Они там пытались даже штурмом брать парламент Литвы, Сейм Литвы. И они поддерживались Москвой. И в самой Москве говорили, что вот, не нужна никакая независимость, мы против этого. А потом что случилось через 33 года? Когда Путин пришел к власти и всех начал зачищать, они побежали все в Литву просить убежище здесь. И здесь живущие русские в Литве, они никуда не хотят уезжать. И хоть они до сих пор там любят Путина, возмущаются тем, что как бы их все на литовском языке, что вот там русский язык ущемляется и так далее. Но когда им говоришь, а что ты, иди езжай в Литву, в Россию тогда, если как бы тебе не нравится. Никто не хочет ехать. И их дети не хотят ехать. И все их дети лучше поедут там по всей Европе путешествовать, или там жить, или учиться, или работать. Но никто не поедет в Россию. И не едут в Россию, потому что знают, что вот в Россию, они любят Россию издалека. Они хотят любить Россию издалека. Они там смотрят русские каналы, там все подписаны на всех там, всех Соловьевых этих и так далее. Путина там любят слушать. Новый год, когда здесь, а здесь разница зимой 1 час с Москвой. И они как бы по московскому времени здесь Новый год встречают, там начинают салюты. Вот это все у них осталось. Но когда им говоришь, там, почему ты не едешь к себе там в Москву, в себе в Россию, они не едут, не хотят. А зачем? Говорят, ну родина наша здесь, мы здесь хотим жить. А потому что кайфово жить в Литве. Потому что в Литве уровень жизни намного выше сейчас, чем в России. Потому что можно путешествовать по всему Евросоюзу. Потому что все твои права защищены. В случае чего тебя не могут уволить с работы просто так. На тебя не могут уголовное дело завести просто так. Ты защищен полностью. Это правовое демократическое государство. Именно поэтому вот. И я говорю, что у нас в Республике Башкортостан будет то же самое. Они еще будут к нам бежать, просить у нас политическое убежище. Теперь по поводу Оренбургской области. Я свое мнение часто говорил о том, что вот мы, Кувандыкский, что нам очень нужен, как бы важен Кувандыкский коридор, но мы не хотим воевать за него, и мы будем договариваться, чтобы вот Кувандыкский коридор был как бы у нас. Там, я не знаю, там покупать его там или что-то. Теперь я понимаю, что теперь я как бы, глядя на все это, еще раз говорю, спустя 3 года, я понимаю, что я ошибаюсь. Что я ошибался, что никогда русские представители Оренбургской области, власти вот это вот, не будет отдавать нам Кувандыкский коридор. Они, скажем так, никогда не позволят Башкортостану объединиться с Казахстаном. Потому что как только Башкортостан объединится с Казахстаном, как бы, ну, объединиться, как имеется в виду, граница появится общая, то сразу же, соответственно, численность наша начнет расти еще сильнее, тюркская численность. Башкортостан еще больше богатеть начнет. И, конечно же, вот эта власть, которая будет в Оренбургской области, там, я не знаю, что это будет там в будущем, там губерния, там, или это будет республика, или что-то, им выгодно Башкортостан держать, а вместе с Башкортостаном и все другие Поволжские республики, Татарстан, Чувашию, там, Мариэл, там, да, и так далее, им выгодно эти наши республики держать в блокаде, не давать им выход на Казахстан. Выгодно. И всегда власти оренбургские будут подпитываться московскими властями. Московские власти всегда там будут, скажем так, влиять на них, всегда будут их подуживать. Вот якобы вы ни в коем случае не давайте коридор, там, ни в коем случае там, не отдавайте вот этот вот, не делайте общую границу с Казахстаном у Башкортостана, потому что это нам невыгодно, это стратегически нам невыгодно. Вот только появится граница, и все, и там русскому населению придет хана и так далее, и так далее. То есть они вот так будут 100% это делать. Что я хочу здесь сказать? Я хочу сказать так, что
мы в любом случае будем забирать Куандыкский коридор. Для нас это жизненно важно. Для нас это жизненно важно, потому что без этого наша независимость Республики Башкортостан, а также независимость всех остальных поволжских республик просто обречена. Обречена, они просто будут блокировать нас. И поэтому, как только появится окно возможностей и власть в Москве посыпется, нам нужно будет брать Куандыкский коридор под свой контроль. Это Гайский и Куандыкский район. Сегодня Оренбургская область – это вымирающая область. Русских там практически остается все меньше и меньше с каждым разом. Если я специально смотрел вот восточные районы Оренбургской области, она же вот такая вот, как бы, да, как такая полоса, да, вот загнутая вверх, и восточные части, то есть Оренбургский коридор, то есть Куандыкский коридор, он как раз посередине, где вот Башкортостан, там как бы, да, Куандыкский коридор, и дальше Казахстан идет. И Куандыкский коридор он прям делит пополам. Так вот эти восточные земли Оренбургской области, они вымирающие. Я недавно проводил, как бы там смотрел статистику населения, и с 90-х годов и по сегодняшние года, да, по сегодняшние вот эти годы, население вот этих восточных районов Оренбургской области уменьшилось в 2 раза. Где-то там было 30, допустим, тысяч, сейчас осталось там 16 тысяч. Там где-то было 10 тысяч, там осталось там 7 тысяч. Там. Ну, примерно так, да, то есть население катастрофическими темпами там исчезает. Это нам хорошо. Для нас это хорошо, потому что мы эти земли очень быстро заселим. Если смотреть статистику населения, да, то есть процент населения именно в Гайском и Куандыкском коридоре, то в Куандыкском, то есть на сегодняшний момент уже в Оренбургской области, ну сейчас на 2010 год было 79% русских. 79, 80%, да, практически. И надо здесь заметить, что основное русское население скоплено в самом городе Оренбурге. Там живет практически 800 тысяч, да, населения. Вот. А общая численность населения там всего 2 с чем-то миллиона в Оренбургской области. Так вот, из этих 2 с чем-то миллионов, там 2,100 или 2,200 миллионов, только в Оренбурге живет 800 тысяч. И вообще они все русские в основном живут в западных районах Оренбургской области. Так вот, если брать Куандыкский район, то в Куандыкском районе русских живет 51%. Это данные за 2010 год. Сразу говорю, что после этого их еще меньше стало. 51% было, сейчас, ну, наверное, может быть 47, там, 46. Башкир было 21,5%, больше всего. Татар было 15%, казахов было 7%. И здесь еще тоже надо отметить, что всегда численность русских завышается. Что в Республике Башкортостан, что в Оренбургской области. В таких стратегически важных областях, районах всегда русские завышаются по численности. А коренное население всегда уменьшается. Так вот, даже вот по завышенным данным, еще раз говорю, в Куандыкском районе на 2010 год было 51% русских, башкир было 21,5%, татар было 15%, а казахов было 7%. То есть в общей сложности 36, 43, 44%, грубо говоря, это башкиры, татары, казахи. Сегодня я уверен, что уже татары, башкиры, казахи, если честно посчитать, больше 50%. То есть, если проводить референдум, мы выигрываем этот референдум в любом случае. Это если мирно. Теперь Гайский район. В Гайском районе тоже на 2010 год русских было 55%, башкир было 20%, 26 даже, да? Казахов было 9,4%, татар 5,9%, ну 6, грубо говоря, процентов. Украинцев еще было 5%, да? Украинцы тоже здесь будут на нашей стороне. В общем, это было тоже на 2010 год. Сейчас тоже, я уверен, это с приписками, поэтому я сейчас уверен, что русских там тоже меньше. Поэтому, если подходить мирно к этому вопросу, учитывая, что эти земли были наши,
и есть все документы, что еще 2023 до 1923 года Башкортостан, южные границы Башкортостана соприкасались с границами Казахстана. Это потом придумали вот эту вот область Оренбургскую. Плюс эти территории всегда входили в Оренбургскую губернию, куда входила и вся территория Республики Башкортостан. Плюс, если брать документы первой Республики Башкортостан, как я говорю, ее границы доходили до казахских границ. Поэтому на основе всех этих документов, если захотят русские мирно решать этот вопрос, мы проведем референдум и отделим эти две области в состав Республики Башкортостан. Но они 100% будут, это я заявляю со всей ответственностью, что они в любом случае будут в составе Республики Башкортостан. Мы не позволим лишаться выхода на Казахстан. Если русские Оренбургской области будут против и скажут, что мы ни в коем случае не будем отдавать, ну что ж, тогда вооруженный конфликт как бы будет в любом случае. Без этого вы должны, то есть русские должны понимать, что для нас это жизненно важно. Для вас это не жизненно важно. Вы здесь живете в этой Оренбургской области там 100 лет, да, каких-то там 2 поколения, может 3 поколения приехали. Вы точно так же можете уехать в любую русскую область, там Самарскую, там Саратовскую, где сейчас как бы, да, живет большинство русских, там Нижегородскую, там куда-нибудь, там, я не знаю, в Московскую область, Тамбовскую, Орловскую, там куда хотите. Куда хотите, туда можете уехать. Все нормально, это вы будете в кругу своих находиться. Но башкирам ехать некуда, у нас здесь одна земля, и эти земли когда-то были наши, и поэтому мы в любом случае... И то мы сейчас говорим только про Гайский, Кувандыкский район, мы не говорим про остальные районы, хотя все остальные районы тоже, в принципе, башкирские земли, и то мы на них, скажем так, не претендуем, пожалуйста. Хотя восточные, как я говорил, вымирающие земли Восточной Оренбургской области, там... мы будем, Иректинское водохранилище, в любом случае мы будем его забирать, потому что это тоже наше. И часть земель Восточного Оренбуржья тоже будем забирать. Там мы, я думаю, что договоримся с представительством Уральской республики, с Казахстаном. И, ну, то есть, и мы будем в этом случае, то есть, договариваться. Мы эти земли решим, этот вопрос этих земель. Казахстан, там очень много казахских поселков, поэтому я думаю, что казахи там тоже, их интересы тоже есть. Если же, здесь вот тоже очень важно, я прошу заметить, что если же какие-то русские областя, русские государства, которые образуются, там какая-то Россия, возможно, которая будет там на месте сегодняшних центральных районов, центральных областей Российской Федерации, вот это вот, где там, еще раз я сказал, там, да, всякие, там, Орловская, Тульская, там, да, Воронежская и так далее, и вот Московская. Если они будут против и скажут, что вот мы, если только вы будете забирать Кувандыкский коридор, и мы как бы там введем войска против Башкортостана, будем воевать, то в этом случае, я вот о чем подумал, в этом случае мы совместно с Татарстаном запросим помощи у сил Организации тюркских государств. Мы попросим ввести войска турецкие, азербайджанские, казахские, контингент их войск на нашу территорию. На территорию Республики Татарстан, Башкортостан и, возможно, Чувашии, наверное, да. Вот когда они придут на нашу территорию со своими силами, а я думаю, что Турцию то точно как бы там все испугаются. Турецкие войска, если будут турецкие войска находиться на территории Башкортостана, ни одна тварь не пойдет против нас воевать. Ни одна тварь. Ни один фашист русский не захочет связываться. Это турецкие войска, азербайджанские войска, казахские войска, узбекские войска, вот контингенты их объединенные, это будет гарантия нашим гарантам. Гарантам, что наша независимость будет неприкосновенная. А также мы возьмем под коридор, Кувандыкский коридор как бы под свой контроль. Также башкирские войска
башкирское, ну, у нас будет, конечно же, мы свое войско будем создавать, вооруженные силы свои. Они будут проходить обучение, как сегодня азербайджанские вооруженные силы проходили обучение у турецких да, офицеров, у турецкого там генерального штаба. То же самое и наши башкирские войска будут проходить обучение у них. И у нас будут байрактары стоять, у нас будут танки Алтаи стоять, которые сегодня на вооружении принимаются у Турции. Поэтому только в этом случае я вижу наше спасение. По-другому они нас задавят. Без Кувандыкского коридора в окружении русских регионов у нас нету шансов. Мы можем объявить независимость, находясь внутри, но они нас задавят. Потому что русский шовинизм неискореним, к сожалению. И они, для того, чтобы они поняли, как они ошибаются, да, и что оказывается в национальных государствах Башкортостан, Татарстан, там, да, Мариэл, Удмуртия, Чувашия, что там, оказывается, можно жить и можно хорошо жить, зарабатывать хорошо, там, кайфовать и так далее. Для этого они должны, какое-то время должно пройти. Они должны это прочувствовать через годы жизни. Когда они будут сравнивать там с положением там в Рязанской области, допустим, да, вот тогда они действительно начнут перенимать нашу культуру, нашу традицию, как сегодняшние, еще раз говорю, русские Литвы. Они все разговаривают на литовском языке. Все разговаривают, все, кто как бы живет здесь, кто родился, они все разговаривают на литовском языке, все знают литовский язык. Все там уже переняли культуру, пищу традиционную литовскую. И никто не жужжит. То же самое будет и у нас. Все будут перенимать, все будут учить язык башкирский. Но для этого они должны пожить в нормальном демократическом свободном государстве, богатом государстве, где будет уровень жизни хороший, зарплаты будут высокие. Но чтобы это произошло, нам нужно стать независимым, полноценно независимым государством и развивать ее успешно развивать экономику и так далее. То есть, да? А для этого, еще раз говорю, нам нужен Кувандыкский коридор, нам нужен выход на весь мир. А выход на весь мир мы можем получить только через Оренбургскую область. Все. Других вариантов нету. Так, давайте я на ваши вопросы здесь. Задавайте ваши вопросы в чате. Я готов буду на них отвечать. Чат, как всегда, живой. Огромное количество смотрит. Так, 277 сейчас смотрят нас. Если есть вопросы, задавайте. У нас минут 20 есть на то, чтобы как бы ответить. Как вы собираетесь рождаемость увеличить в республике? Хороший вопрос, но вообще у башкир рождаемость выше, чем у русских. И сегодня статистика подтверждает это, что в таких моноэтнических башкирских районах, таких как там Бурзянский район, Абзелиловский район, там Хайбулинский район, Баймакский район, рождаемость выше, чем в тех районах, где башкир меньше, где русских больше. Это раз. Во-вторых, когда независимость, мы обретем независимость, это, скажем, дает стимул для того, чтобы увеличиваться, то есть в численности, то есть рожать больше. То есть это, ну, такое дает, знаете, вдохновение, что ли, да, нации. Ну, вот казахов, вообще у всех центральноазиатских государств повысилась рождаемость. Вообще у нас, у тюрков, это в крови, иметь большие семьи, много детей. В нашей культуре это. Поэтому я вообще в этом не переживаю. Плюс к тому же мы не будем делать какие-то, знаете, ну, вот, мегаполисы, да, города, мегаполисы, вот, где вот эти человейники, где маленькая квадратура, где невозможно там жить большой семьей. Мы будем стараться развивать деревни, села наши, аулы башкирские. Там улучшать жизнь, там строить производство, садики, школы, чтобы там люди старались жить. На деревне люди имеют большие семьи. Так было всегда, так поэтому
у нас и будет. В этом проблем нету. Плюс к тому же мы обязательно программу репатриации сделаем, когда всех башкир, которые живут за пределами Республики Башкортостан, скажем, пригласим их обратно вернуться в республику в нашу, обеспечим их там какими-то льготами, там, кредитами, льготными кредитами для того, чтобы подняться там на первое время. Тем самым поднимем свою численность. Я уверен, что в ближайшие 10 лет после независимости башкиры превысят 50% на территории Республики Башкортостан. Так. Руслан, откуда между казахами, башкирией, татарами, нагаями, откуда русские земли? Но на сегодняшний момент на этих территориях живет огромное количество русских. Естественно, что это не их земли. Но сейчас они там живут, и мы не можем не считаться с этим. Но что сделать? Ну, допустим, вот берем Челябинскую область. 4 миллиона населения, из которых там 90% русские. Куда мы денем эти 3,7 миллионов, там, 3,8 миллиона населения? Что мы с ними сделаем? Воевать с ними сделаем? Но хватит ли сил для этого? Так. Руслан Габасов, вы поддерживаете связь с Рафисом Кашаповым, Русланом Айсиным? Да, я с ними на связи. Общаемся частенько, переписываемся. Кстати, одно вот у меня недавно было видео, кто не видел, я прошу посмотреть. Я встречался, беседовал с таким нагайским общественным и политическим деятелем Резваном Кубакаевым. И идея такая возникла, что нагайцы – это нам родственный народ, башкирам, татарам, ну вообще тюркский народ, с которыми мы также можем общаться, можно сказать, без переводчика, мы хорошо друг друга понимаем. И сегодня нагайцев, когда тех, которых еще 1700 до геноцида нагайского народа, который произошел в 1782 году по приказу Екатерины II, и который провел Суворов, Александр Суворов, тогда было миллион с лишним. Это огромная численность на тот момент. Вот. После этого геноцида их осталось очень мало. На сегодняшний момент нагайцев насчитывается всего 150 тысяч населения в России. И у них нету своей государственности. У них есть, да, Ногайский район там в Дагестане, у них есть Ногайский район там, по-моему, в Карачаево-Черкесии, вот, но как таковой вот отдельной государственности, как у башкир, как у татар, там нету. И сегодня они так дисперсно, да, расселены на разных территориях. И я вот что думал, в принципе, это выгодно и для нас, и для башкир, и для татар, и для казахов, и, конечно же, в первую очередь для нагайцев, что вот было бы хорошо, если бы нагайцам их, скажем так, позвать жить в Оренбургскую область. Вот чтобы вот этот вот населенными русскими территории Оренбургской области, которая вот является естественной преградой для нас, для казахов, башкир, для казахов с одной стороны, башкир и татар с другой стороны, да, чтобы между ними появилось тюркское население, тюркский народ, родственный нам народ. Нагайцы, я думаю, что как раз им есть на что опираться. У них там 12 сел есть в Оренбургской области. Как раз они находятся западнее Кувандыкского коридора. И если в момент вот этот вот, когда начнет рушиться московская власть, когда они там начнут драться там за свою власть, и когда им не до этого будет, да, что будет происходить в регионах, в этот момент было бы хорошо, если бы нагайцы все дружно начали бы переселяться в Оренбургскую область. Переселяться в Оренбургскую область, прям захватывая земли, расселяясь в тех нагайских деревнях, которые сейчас уже есть там, и прям заселяя дома, потому что огромное количество пустых домов там, в Оренбургской области. Русские, еще раз говорю, уезжают. И я думаю, что это было бы очень хорошо, если бы образовался там на западной территории Оренбургской области Ногайстан. Государство Ногайстан, которое было бы таким буфером между западной частью сегодняшней России и восточной частью. И тогда бы образовалась бы единая, понимаете, единая территория проживания тюркских народов. Начиная от Чувашия, идет Татарстан, Башкортостан, Ногайстан, Казахстан, там и дальше пошел Узбекистан, Кыргызстан, там потом уже Азербайджан и Турция, да, то есть вот. Это вообще было бы грамотно
так, если с геополитической точки зрения смотреть. И если эту как бы инициативу, вот эту стратегию поддержит как бы власти Казахстана, а также новые власти независимых государств Башкортостана и Татарстана, и Чувашии, соответственно, это было бы вообще здорово. Вот, на мой взгляд, это лучше, чем будет жить шовинистическое русское население Оренбургской области, которое вечно нам будет вот, мешать. Лучше пусть там живет ногайское население. Но вот это вот так, я считаю. Тем более они могут всегда опираться на исторические, как бы, да, свое, что они когда-то там жили. Вопрос. Так. У меня знакомая башкирка переехала в Бирск на родину к мужу, и она там принципиально говорит на башкирском, а остальным приходится учить язык. Как вам такое? Ну, а в чем вопрос, вообще не понимаю. Ну, молодец, хорошо, что учит, что говорит принципиально на башкирском языке. Она находится на своей родине. Так. Будет ли областное деление внутри Башкортостана? Но по нашему проекту мы хотим ввести кантоны. Кантоны это не, еще раз говорю, это не как в Швейцарии, не по типу швейцарских кантонов, а кантоны это название, территориальное название земель в Республике Башкортостан, Первой Башкирской Республики. Руслан, какие обещаете программы по кредитам и ипотеке? Хороший вопрос. Но я думаю, что пока еще это рано думать. Нужно сперва еще свой Башкирский национальный банк, чтобы у нас был. Хотя в 90-х годах, когда был суверенитет был у Республики Башкортостан, какой-никакой относительный, экономический, у нас был свой национальный башкирский банк. Но потом все Москва отняла. Так. Руслан, какие каналы или блогеров казахских смотрите и поддерживаете связь? Если честно, мало каких смотрю. Я думаю, что нам очень ближе надо будет потеснее пообщаться с казахскими блогерами. И если вы знаете хороших казахских блогеров, которые готовы со мной, скажем, проводить какие-то там интервью и так далее, пишите в комментариях. Не в чате, потому что чат потом пропадет, а именно в комментариях потом я прошу вас писать. И я буду стараться как бы, да, проводить эфиры именно с казахстанскими блогерами. Что будет с Межгорьем в независимом Башкортостане? Хороший вопрос. Кто не знает, да, есть у нас такой закрытый город Межгорье, он находится в Белорецком районе, и там есть Ямантау, гора такая, переводится как злая гора, плохая гора, можно так перевести, да. Вот, там под этой горой есть бункер. Бункер, который еще начали строить при Советском Союзе. Потом Путин лично как бы там курировал строительство, чтобы достроили этот бункер. Сейчас он достроен, он готов. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые строили этот бункер. Они мне говорили, что там целый подземный город, рассчитанный на 200 тысяч населения. Там целые улицы, там искусственная вентиляция, там постоянно есть питьевая вода, подземные воды, чистейшей воды. И она защищена от там вглубь она идет, там большой как бы, и она защищена там вплоть, может выдержать любые там ядерные взрывы. Так вот, вопрос, будет ли там Путин прятаться или нет, не знаю, когда в случае чего-то там, да, какой-то там масштабной войны, мировой войны, я не знаю. Но в любом случае, когда Казахстан станет независимым, этот город, конечно же, мы в собственности республики будет, этот подземный город, подземный бункер. Я предлагал сделать его музеем. Сделать из него музей для всего мира, показать, какой бункер. Я думаю, что будет всем интересно, там люди будут приезжать, там прилетать с Мексики, с Канады, там с Австралии, там с Европы будут, там с Америки, с Китая, приезжать к нам, посмотреть, какой бункер был у Путина, да, что за подземный город. Но сам город
подземный. Хоть мы как бы будем пускать туда, скажем, туристов, какие-то определенные там, да, площадки, какие-то определенные там комнаты, будем пускать их, чтобы они смотрели, все это видели, все, что можно смотреть. Но основная часть, она будет, конечно же, поддерживаться в нормальном рабочем состоянии, потому что мало ли что может произойти в этом мире, мало ли что может, какой конфликт там мирового масштаба может произойти. И в случае чего, чтобы мы там могли спасти, в случае какого-либо мирового апокалипсиса, мы там смогли спасти, ну, лучшую часть нашего башкирского народа, там, да, будем, никакого блата не будет, конечно же, там, ни для каких там чиновников, ни для каких миллиардеров, туда, естественно, там ежегодно будет составляться с учетом там рождаемости там новых поколений, уходящих годов, уходящих десятилетий, будут составляться списки молодежи, молодых мужчин, женщин, спортивного, там, физического телосложения, умных, талантливых. И вот там сколько может поместить этот город, там, ну там 200 тысяч. Вот эти списки, они всегда будут. И в случае чего, чтобы мы смогли спастись в случае какого-либо апокалипсиса, хотя бы там из нашего там несколько миллионного башкирского народа, там 200 тысяч, если спасется, то это задел на будущее, что наш народ не пропадет. То есть вот так. Такие у меня, по крайней мере, планы, ну а как будет на самом деле, никто не знает. Так, вопрос, как Дагестану выйти из состава российского пермафроста и вступить в Турецкий союз всей республикой? Ваше мнение? Я не могу отвечать за дагестанцев. Вообще Дагестан сложная республика, потому что там живет очень много народов, и их, я думаю, будущее за конфедерацией, но захотят ли они жить в конфедерации? Большой вопрос. Может быть, они захотят жить все по отдельности, потому что я знаю, что у кумыков, допустим, там большие есть трения там с аварцами и так далее. Там. Как все это будет, Нагайцы, как я сказал, там Нагайский район, да, есть. Как все это будет происходить, я не знаю. То есть сперва нужно определиться с самой государственностью. А то, что там Россия, сможет ли она выйти из России, это вообще не проблема. У русских там никакого авторитета не имеет. Они там максимум, что могут опять только силой, да, но сил у русских не будет, поэтому Дагестан легко сможет выйти из состава России. А вот насчет Турции, нужно ли это Дагестану вступать в Турецкий союз, ну, большой вопрос. Кумыкам, может быть, да, нагайцам, может быть, да. И то мы нагайцев зовем, вот, да, между там в Оренбургской области жить. Кумыкам, возможно, да, там карачаевцам, кабардинцам, возможно, ну а другим, которые не являются тюрками, нужно ли им это? Большой вопрос. Поэтому так. Так. Руслан будет как Путин. Блин. Интересные люди. Так. Сначала бы башкирам эту гору посмотреть, а потом туристам. Ну, естественно. То есть сперва, конечно же, мы для башкир сделаем бесплатно, там, в течение там какого-то времени все будут приезжать, смотреть, чтобы все видели. Да и вообще все время будет для жителей Республики Башкортостан, вход будет бесплатный. То есть от того, что он там станет доступным для всего мира, и туристы со всего мира будут приезжать, это же не значит, что для башкир будет закрытый вход. Нет, конечно. Башкир в любое время будет открыто, и вообще жителям Башкортостана. И вход будет бесплатный. Так. Какой город будет столицей Башкортостана? Оренбург? Нет, не Оренбург. Почему Оренбург? Будет... я лично выступаю за то, чтобы новую столицу с нуля открыть. И я предлагал на его столицу, чтобы это был Саид-Баба. Наш в Гафурийском районе самое большое башкирское село. Он находится как раз в центре. И я предлагал его, ну, на его месте ставить новую столицу. Потому что Уфа как столица, пусть это останется промышленным городом, таким бизнес-городом. Там очень много русского населения, мы не сможем переварить их, и башкиры, которые там будут жить, они всегда будут русифицироваться, ну, долгое время, как сегодня до сих пор в Алма-Ате. Вот Казахстан создал новую столицу, и в этом выиграл он. Во-первых, он ее перенес там в центр страны, во-вторых, Алма-Ата, то есть
те элиты, которые там скупили земли, там имеют свои там предприятия какие-то, в основном, да, вот тут много русского населения, они сейчас как они их нету, их нет ихнего влияния на центры принятия решений, которые исходят из власти, от властей. А когда центр принятия решений находится далеко территориально от вот этих промышленных там, да, магнатов и так далее, это лучше, это правильнее, и столица, она должна исполнять только функции, столичные функции там, да, властные. Пусть Уфа развивается, к тому же там невозможно метро строить, там невозможно там много что, он зажат между двумя реками, то есть химически загрязненный город. Вот его нужно разгрузить, Уфу, перенести все вот эти вот властные институты в новую столицу, в нашу. Я за это выступаю. Так. Так, ну, наверное, на этом все. Будем потихоньку заканчивать. Если есть... Так, Руслан, когда будут переведены исторические книги на русский, которые доказывают принадлежность земель Урала казахам или башкирам и татарам? Какие книги вы порекомендуете? Когда будут переведены исторические книги на русский? Да практически все исторические книги башкирские сегодня на русском языке. Там практически мало какие на башкирском языке, потому что, еще раз говорю, русский язык везде доминирует. Наоборот, надо переводить на башкирский язык все эти книги. Вот. Какие бы я порекомендовал бы, но есть книга Нияза Машитова там, да, и Альфиры Султановой, там исторический Башкортостан с древнейших времен, там, да, история Башкортостана под редакцией Кульшарипова, там, да, двухтомник. Много каких вот из таких книг есть, которые нужно читать. Но, к сожалению, сегодняшние все исторические книги, которые написаны в Республике Башкортостан и которые проходят проверку у московских цензоров, то там она такая выхолощенная история, историческая правда там, да, то есть где-то что-то там указывается, но все это так в пользу русских, в пользу Москвы сделано. Поэтому настоящие книги по истории Башкортостана будут написаны после независимости. Это раз. Во-вторых, я написал книгу Кукбуре, да, можете почитать ее, там есть краткий исторический экскурс о том, как башкирское национальное движение боролось за свободу, да, за свое, как башкиры боролись. Там более правдиво, скажем так. Вот. Руслан, ты женат? Да, я женат. Когда Монголия получила независимость, она вынудила китайцев покинуть их территорию. Почему бы не перенять это? Еще раз по поводу того, чтобы кого-либо выгонять или не выгонять. Я против того, чтобы выгонять кого-либо. Республику Башкортостан будут покидать только те, кто не примет законы Республики Башкортостан как независимого государства. Кто не примет того, что в Республике Башкортостан будет башкирский язык единственным государственным языком. Кто не примет того, что в Республике Башкортостан все обучение будет на башкирском языке, вплоть там до получения высшего образования. Кто вот с этим не смирится, кто не захочет здесь жить, они сами уедут. Те, которые будут выступать там, да, проводить какие-то там сепаратистские какие-то там движения против независимости, они будут арестовываться и сажаться в тюрьмы и работать в тюрьмах на зонах на благо Республики Башкортостан, там где-нибудь в Уральских горах, там под Белорецком. Пожалуйста. То есть, если у них желание есть. А так, все остальные, кто захочет жить, вот ничего сложного, жить, просто выучи язык и живи. Все. Ну, в принципе, все во всем мире так. Русские едут с России, бегут от Путина, приезжают в Европу, приезжают там в Венгрию, учат венгерский язык, приезжают в Литву, учат литовский язык, приезжают в Германию, учат германский язык.
сразу же начинаются курсы по языкам. И приезжают во Францию, учат французский язык. Везде так. Почему в Башкортостане будет не так? Только потому, что их там живет больше миллиона. И что теперь? И что? Это вообще как бы никакой роли не играет. Так. Хаумагыз Руслан, Хаумагыз. Лилия Чанышева менен Аббас Галямов дебаттар яһыгыз. Бик кызык булыр. Я звал Аббаса Галямова на дебаты. Сакырдым. Ул бер нәмә лә әйтмәне. Риза булманы. Лилия Чанышева менен минем теләк бар. Уны менен дебат үткәрергә. Була микән, юк микән? Ну, һөйләшербез әле азактан. Вот. Так. По поводу Аббаса Галямова делаю анонс, что буквально на днях выйдет мое видео по нему. Ой, будет очень интересное видео. Так, ну на этом все. Я смотрю здесь как бы... Руслан, когда будет независимо, не позволяйте исламистам встать у руля власти, ибо исламисты приведут только к катастрофе. Мы будем строить светскую республику Башкортостан, где будут уважаться все культуры, все религии, поэтому все будет нормально. Так, на этом все. Я надеюсь, что я донес свою мысль по поводу русских Республики Башкортостан, по поводу Оренбургской области, по поводу коридора Кувандыкского. Многие мои взгляды изменились, поэтому я еще раз говорю, что, к сожалению, я не вижу со стороны русских желания вот понять, что они живут не на русской земле, что они живут на территории, в государстве Башкортостан, в государстве Татарстан, в государстве Якутии и так далее. То есть, что это коренные земли этих народов, что там у них есть свой язык, своя культура, которые русские, по идее, как минимум ради уважения должны знать на элементарном уровне. И сейчас, по происшествии стольких сотен лет, мы видим, что русские не хотят знать, не хотят учить. И мало того, сопротивляются тому, чтобы башкиры образовали свою государственность, чтобы у них было свое независимое государство. Здесь я и по-другому ничего не вижу, кроме как не спрашивая мнения русских Республики Башкортостан, мы будем строить, либо вы с нами, либо мы без вас, но строим все равно свою независимость Башкортостана. По-другому никак. Все, на этом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, распространяйте это видео.